Мы продолжаем освещать все мировые и республиканские события. Школа – это жизнь, убеждена учитель первой школы города Алдана Наталья Герасимова. Наталья Геннадьевна – выпускница родной первой, а разумная, добрая и вечная она сеет уже 35 лет. Замечательный педагог и прекрасный человек, говорят о ней ее ученики. А некоторые из сегодняшних школьников собираются идти по стопам своей Натальи Геннадьевны. Секрет профессионального мастерства учительница раскрыла нашим коллегам. Это призвание, говорит она. В 11 классе урок общения. Тема серьезная – профессиональное самоопределение. Этот учебный год для ребят решающий. Впереди выпускные экзамены и получение аттестатов. В июне Наталья Геннадьевна Герасимова выпустит своих ребят во взрослую жизнь. У меня очень хороший класс, у меня очень хорошие дети. Вы знаете, наверное, единственное, я могу похвалиться своими детьми, это то, что самый высокий процент качества – это в нашем классе. Мы дали, да, почти 85% качества, то есть у нас всего 3 человека, которые окончили год с тройкой. Наталья Геннадьевна ведет ребят с 5 класса. Несмотря на то, что сейчас только середина первой четверти, школьникам уже грустно. Кажется, что лето наступит быстро. Вне сплоченного и дружного коллектива 11-классникам сейчас представить себя сложно. На самом деле 11 класс уже как-то даже грустно понимать то, что вот буквально год остался и, можно сказать, уходишь из школы и все. Это просто ступень пройдена, и сюда никогда не вернуться. Ангелина Кем собирается поступать в педагогический университет. Вполне вероятно, через несколько лет она станет коллегой своих учителей. К слову, именно они во многом определили выбор девочки. Наша Наталья Геннадьевна, она огромный пример подает нам. Очень хороший педагог, она тактично объясняет, все понимаем и очень хороший человек. Каждое поколение чуть-чуть отличается от предыдущего, убеждена Наталья Геннадьевна. В этом году учительница отметила свой профессиональный юбилей. В первую школу на первый урок она пришла 35 лет назад. Но я хочу сказать, что я доморощенная, я закончила именно эту школу. Но, если честно, вот с педагогикой, вы знаете, я не хотела себя связывать, пока поступая в университет. Но так получилось и так повернулась судьба, что я не смогла поехать и окончить ленинградскую аспирантуру, поэтому я приехала сюда. 35 лет назад ровно я пришла работать в эту школу, у меня единственная запись трудовой книжки, и работаю я по сей день. Несмотря на то, что в педагогику Наталья Геннадьевна особо не стремилась, в профессию втянулась легко. Контакт с учениками налаживался с первых уроков. Сегодня Наталья Геннадьевна убеждена, много лет назад жизненные обстоятельства сложились определенным образом не случайно. Школа – это не профессия, школа – это целая жизнь. И эта жизнь наша связана естественно, со школой и с нашими детьми. И вот в преддверии праздника хочу пожелать всем своим коллегам счастья, здоровья, благополучия и удачи. Чтобы понимать ребят и девчонок, учитель должен быть с ними на одной волне, уметь говорить на их языке, быть в теме относительно увлечений и веяний и, конечно, терпеливо относиться к шалостям. В постоянном движении педагог остается молодым и активным, говорит Наталья Геннадьевна. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Сегодня, в День учителя, педагоги, общественности, жители столицы республики возложили цветы памятнику учителя. Это стало доброй традицией в этот прекрасный праздничный день, как дань всем учителям, которые воспитали не одно поколение талантливых якутян. На прямой связи с нами Ульяна Шагина. Она расскажет детали торжества. Ульяна, приветствую, передаю тебе слово. Для якутян действительно стало доброй традицией в профессиональный день педагогов нести цветы к памятнику учителя. Он находится в самом центре столицы, в сквере перед педагогическим институтом. Отлил памятник учителя с букварем, стоящим перед учеником, народный художник Якутии, скульптор Максим Павлов со своими учениками в Улан-Удэ. За 9 лет тропа к этому памятнику не заросла, потому что каждый из нас, все мы помним и благодарны нашим учителям. Сегодня цветы к памятнику возложили общественность, члены правительства, учителя, ну и все те, кто помнит своего учителя. Ну а рядом со мной сейчас находится министр образования республики Михаил Сивцев. Михаил Петрович, добрый день. Добрый день. Вот вы помните свои школьные годы, какие они были?
Я уверен, что любой выпускник, ребенок помнит имена всех учителей. Я также прекрасно помню нашу первую учительницу, всех наших учителей по предметам, классных руководителей. И каждый раз, когда предоставляется возможность, вот, созваниваюсь и просто интересуюсь, как у них дела, чем они занимаются. Вот, уделяю внимание. Считаю, что это самая главная благодарность учеников, выпускников нашим учителям. Вот можете поздравить всех учителей республики. Ну, в этот прекрасный день поздравляю всех учителей нашей республики. Желаю творческих успехов, побед. Всегда быть на передовой – это сложная профессия, но очень благодарная. Я уверен, что все выпускники наших школ благодарны вам. Благодаря вам развивается наша республика, наши населенные пункты. Крепкого вам здоровья, творческих успехов. Спасибо большое. Ну, я скажу, что мероприятия в День учителя не заканчиваются. Во второй половине дня в музее «История моя Россия» начнется всероссийская выставка «Роль учителя в истории России». Она пройдет на 4 площадках по всей стране. Кроме этого, в этот же день начнутся 2 всероссийских профессиональных конкурса «Воспитатель года» и «Директор года 2021». По всей республике сегодня будут чествовать наших дорогих педагогов. Вся эта неделя в целом будет посвящена Дню учителя, профессиональные конкурсы, выставки будут идти по всей стране. Ну и, конечно же, школьники, студенты, педагоги будут поздравлять своих дорогих учителей. У меня на этом все. Передаю слово коллегам. Благодарю, Ульяна. Мы тоже присоединяемся к поздравлению всех работников образования. Но я напомню, что с нами на прямой связи была наш корреспондент Ульяна Шагина. Новое оборудование для трудовых мастерских, коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. День учителя знаменовался и радостным событием для воспитанников специального республиканского интерната. Там с сегодняшнего дня начинают функционировать классы с современным оборудованием. Такая реализация новых образовательных программ обусловлена региональным проектом «Современная школа», цель которого – обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих деятельность по адаптированным программам образования. Сегодня мы находимся именно в той школе, где дети с нарушениями слуха речи. Вот поэтому они для таких школ, сегодня вот такой школы мастерские, которые созданы, мастерские по хореографии, начальный класс, робототехника, они именно к этим детям они адаптированы, приспособлены, и вся программа под их особенности. Вот, поэтому сегодня мы на самом деле очень рады. Все школы, которые получают такое оборудование, сами проводят ремонтные работы. Вот, и Министерство образования и науки при этом поддерживает. Представители малого и среднего бизнеса смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации половины стоимости лицензии производителям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Господдержку реализует Российский фонд развития информационных технологий. В текущем году общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию указанной меры поддержки, составляет 965 миллионов рублей. А совокупный объем поддержки до 2024 года составит порядка 7 миллиардов рублей. В Центре опережающей профессиональной подготовки республики стартовал образовательный интенсив для участников регионального этапа проекта «Про опережение Дальний Восток». В нем участвуют представители профессиональных образовательных организаций Якутии и Дальнего Востока. Подробнее о значимости этого интенсива в материале Дмитрия Тымырова. Образовательный проект «Про опережение Дальний Восток» стартовал еще 20 сентября. Сегодня в рамках этого проекта организаторы запустили образовательный интенсив, который будет проходить здесь несколько дней. За это время участники должны освоить навыки работы, создания курсов, научатся создавать вовлекающий контент, изучать рынок образовательных услуг и многое-многое другое. Мы пригласили ведущих экспертов онлайн-образования с таких организаций, как Нетология, Лекториум, Центры развития онлайн-обучения, УРФО,
и так далее. Интенсив у нас пройдет с 4 по 7 октября. Сегодня у нас как раз старт нашего интенсива. С завтрашнего дня начинается непосредственно обучение. Данный образовательный интенсив проводится в рамках дальневосточного проекта про опережение нашим центром. Мы проводим его для того, чтобы повысить мастерство наших коллег со сферы среднего профессионального образования. Мероприятие проходит в формате видеоконференц-связи из-за ограничительных мер, связанных с эпидситуацией с COVID-19. Участниками интенсива также стали представители Забайкалья, Бурятии и Амурской области. Они принимают участие в онлайн-режиме. В сегодняшнем региональном этапе у нас участвуют 22 команды. Это команды наших колледжей и техникумов. В каждой команде есть по 3-4 человека. Люди, ответственные за организацию и внедрение образовательных программ в образовательных учреждениях. По итогам первого регионального этапа организаторы проекта выберут 10 участников, среди которых будут разыгрываться путевки на дальневосточный хакатон. В ноябре в городе Якутске мы ждем представителей Бурятии, Забайкальского края, Амурской области. И всех их вместе здесь ждем и для них проведем уже дальневосточный этап. А пока участники интенсива будут набираться опыта и прокачивать свои навыки до финального этапа. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Далее озвучим официальный курс валют на сегодня. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 72 рубля 92 копейки. Евро остановился на отметке 84 рубля 64 копейки. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Солидбанк за 72.30, а продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 72 рубля 79 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка 83,94. Продает евро по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 84 рубля 50 копеек. В северных районах закончилась навигация для маломерных судов. В центральных районах ограничения вводят с 11 октября. Сейчас инспекторы ГИМС устанавливают разъяснительную и профилактическую работу, проверяют у судоводителей наличие спасательных средств, удостоверения на право управления. В ходе проверки также распространяют памятные листовки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Нашим подразделением Хангаласского отделения ГИМС до окончания сроков навигации проводятся регулярные рейдовые мероприятия, а также профилактические беседы с охотниками и рыбаками нашего района. В случае нарушения сроков навигации маломерными судами на граждан будет составляться административный материал согласно КоАП Российской Федерации от 5000 до 10 тысяч. Накануне прошел Всемирный день защиты животных. Его цель – обратить внимание человечества на проблемы обитателей планеты Земля. Он был установлен в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту животных во Флоренции. Сегодня этот праздник отмечают в 68 странах мира, в том числе и в России. Как говорят ученые, каждый час с лица Земли исчезают 3 вида животных. 1/4 всех видов флоры и фауны нашей планеты перестанут существовать в ближайшее время. 70% мировых запасов рыбы находятся на грани исчезновения. 35% всех видов морских животных уже бесследно исчезли. У нас в Якутии основным механизмом охраны животных является Красная книга. В 2019 году вышло уже 3-е издание 2-го тома Красной книги, где включены и перечислены виды, редкие и исчезающие виды животных, на которых, в том числе, запрещена охота и изъятие из естественных мест обитания. Успех прошлых изданий подтверждает тот факт, что некоторые виды животных, таких как малые лебеди, были выведены из Красной книги за счет увеличения численности. За счет этого популяции малого лебедя ничего не угрожает.
В Нерюнгри работала межведомственная комиссия по вопросам экологии под председательством исполняющего обязанности министра экологии Якутии Семена Яковлева. Участники совещания обсудили устранение нарушений законодательства и снижение негативного воздействия на окружающую среду промышленных предприятий. Представители угле- и золотодобывающих предприятий доложили о своих мероприятиях, которые проводят для защиты окружающей среды. Основные проблемы отмечают в области загрязнения водоохранной зоны и контроля водоочистных сооружений, а также в загрязнении атмосферного воздуха. Степень загряженности в Нерюнгринском районе, конечно, это у нас в последнее время возрастает загрязнение атмосферного воздуха со стороны, скажем, компании «Якутугля». Это отмечено гидрометеослужбой Республики Саха-Якутия на 2 постах в городе Нерюнгри. И, соответственно, будет приниматься все меры по снижению этого воздействия. Должно быть построены склады, и рекомендуем межведомственной комиссии ОЛГ «Уголь» и компания «Якутуголь» построить склады, чтобы снизить выбросы угольной пыли в атмосферный воздух, как это было сделано у Колмара. Жительница Кемерово Елена Ефанова вырастила и приручила сибирского колонка. Подробнее о том, как удается содержать дикое животное в домашних условиях, в следующем сюжете. По словам Елены, хищника еще совсем маленьким нашли ее родители на дачном участке летом 2019 года. Они предположили, что мать не вернулась за своим детенышем и решили приютить его, так как найденыш не был приспособлен к жизни в дикой природе. Нашли мы его на своем дачном участке, точнее его нашли мои родители. И в день, когда это произошло, я была в городе на съемке, я фотограф, они мне позвонили, сказали: «Лена, мы нашли тебе животное». Я спросила, кто. Они сказали: ну, скорее всего, это ласка, потому что мы не знали, кто это и что вообще, как должен выглядеть колонок. Елена рассказала, что изначально хотела отдать колонка в центр реабилитации, чтобы он окреп и смог выжить в диких условиях. Найти подходящую организацию девушке так и не удалось, поэтому она решила оставить хищника у себя дома. Экзотического питомца она назвала Руфом, от латинского «руфус» – «рыжий». Посоветовавшись с заводчиками хорьков, девушка узнала, что и колонки хорошо поддаются отдомашниванию и привязываются к хозяину. Теперь же Руф, как полноправный член семьи, занимает место не только в сердце Елены, но и в ее квартире. Для колонка девушка выделила целый балкон, и теперь в личной комнате зверька есть клетка с теплыми одеялами, игрушки и гамак. Мы с ним очень много времени проводим вместе, когда он живет в квартире, играем, он ходит за мной из комнаты в комнату, он может запрыгнуть на плечо, может там начать тереться о шею, покусать ухо. Руф, как и все куньи, очень подвижный и активный зверек. По словам Елены, иногда он прячется в диванных подушках и может внезапно напасть, укусив за бок. Но несмотря на все проказы, девушка уверена, что у них с Руфом взаимная привязанность. Между тем, фламинго прилетели на озеро Караколь перед миграцией на юг. Пернатых засняли с дрона в воскресенье дважды в год. Весной и осенью птицы делают остановку на водоеме во время перелета на юг. Ориентировочно фламинго останутся на озере до ноября, а после отправятся пережидать зиму в теплых краях – в Хазарский заповедник, в Туркменистане или в Иран. Согласно наблюдениям орнитологов, за год на водоеме останавливаются около 90 видов птиц, чтобы отдохнуть от перелета. Многие из них занесены в Красную книгу. Мессенджер WhatsApp, социальные сети Instagram и Facebook постепенно восстанавливают работу после масштабных сбоев, произошедших по всему миру накануне. Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за произошедшие в понедельник неполадки. О проблемах в работе приложений Facebook сообщили вчера в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и России. Причиной сбоя в работе сервисов могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook из глобальных таблиц маршрутизации. В ряде стран возникли проблемы с мессенджером Telegram. Сбои также наблюдали и в работе социальной сети ВКонтакте.
Переходим к мировым новостям. Раскаленная лава извергалась в воздух из вулкана Ла-Пальма в ночь на воскресенье, когда извержение набрало силу после обрушения северной части горы Кумбре-Вьеха. В результате обрушения образовался новый поток лавы, который создал угрозу нескольким близлежащим городам. Подробнее расскажет Анастасия Дмитриева. Спустя 2 недели после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, его активность только увеличилась в воскресенье. В результате произошло обрушение северного склона горы и образовался новый быстрый поток лавы. Он создал угрозу сразу нескольким городам. Взрыв раскаленной вулканической массы сопровождался громким гулким звуком. Кумбре-Вьеха разрушил уже более 900 зданий. Около 6 тысяч жителей были эвакуированы из своих домов на острове с населением 83 тысячи человек. Мадрид выделит 206 миллионов евро, чуть менее 17,5 миллиардов рублей, чтобы помочь местным жителям оправиться от стихийного бедствия, заявил премьер-министр Педро Санчес в воскресенье. Это был его 3-й визит на Пальму с тех пор, как 19 сентября на одном из Канарских островов началось извержение. В следующий вторник Кабинет министров утвердит пакет очень действенных мер по оказанию помощи в таких областях, как реконструкция инфраструктуры, водоснабжение, занятость, сельское хозяйство и туризм. Финансовый пакет является вторым этапом плана, утвержденного на прошлой неделе. На первом правительство объявило о выделении 10,5 миллионов евро для немедленной помощи тем, кто потерял свои дома. Утечка нефти с буровой платформы достигла побережья в районе города Хантингтон-Бич на юге Калифорнии. Разлив угрожает животному миру и привел к загрязнению пляжей. Власти предпринимают меры для ликвидации последствий техногенного бедствия. Что именно они предпринимают, узнаем далее. Песчаные пляжи на побережье Тихого океана между городами Ньюпорт-Бич и Хантингтон-Бич в Калифорнии закрыты из-за утечки нефти с морской буровой платформы. В результате аварии на трубопроводе в воду вылились 3000 баррелей черной жидкости. Достигнув берега, она покрыла более 33 квадратных километров. Рыбе и птицам угрожает гибель. Буровая платформа принадлежит компании Beta Offshore, калифорнийскому отделению корпорации Amplify Energy со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. По словам ее генерального директора Мартина Уилшера, трубопровод перекрыт, ведется откачка нефти из магистрали, водолазы пытаются определить место пробоины. Ликвидацией последствий техногенной катастрофы заняты силы береговой охраны США и гражданские организации. К работам привлечены специализированные подрядчики. Местные власти объявили о начале расследования причин чрезвычайного происшествия. Они призвали любителей серфинга и купания не выходить на пляжи и отменили авиашоу. Гражданам рекомендуют не пытаться оказывать помощь животным, подвергшимся воздействию нефти, а сообщать о них экспертам. Экологи требуют запретить добычу углеводородного сырья со дна океана. Мишель Стил, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, представляющая часть затронутой утечкой территории, обратилась к президенту Джо Байдену с призывом объявить чрезвычайную ситуацию в регионе. Это позволит рассчитывать на выделение дополнительных средств для финансирования работ по очистке. Переместимся во Францию. Там инсталляцию на Триумфальной арке в Париже в понедельник начали разбирать. К 10 ноября от арт-идеи художника Христа не останется ничего. Триумфальная арка в воскресенье начала снимать свой наряд, в который ее облачил племянник болгарского художника Христа Владимир Евашев. Он решил воплотить мечту дяди, который умер в 2020 году. Христо Евашев однажды обернул тканью здание Рейхстага в Берлине и задумал проделать то же самое с Триумфальной аркой еще в 1961 году, но так и не сумел реализовать идею при жизни. Проект обошелся родственнику в 14 миллионов евро. В его рамках один из символов Парижа упаковали в серо-голубой пластик, который, кстати, по окончании перформанса можно будет переработать. Христо провел часть жизни в Париже, а в 1985 году он уже завернул в желтое другую достопримечательность французской столицы – мост Пон-Нёв. Укутанная Триумфальная арка простояла с 18 сентября, привлекая десятки тысяч зрителей, включая иностранных туристов. Потребуется 3 недели, чтобы удалить всю ткань, веревки и строительные леса, а также вернуть памятник в его первозданное состояние.
Парижанка Сара Палель сказала, что будет скучать по наряду триумфальной арки от Христо. Это немного грустно. Я думаю, что инсталляция длилась слишком недолго, так что мы будем наслаждаться этим до самого конца. Туристка из Нидерландов Саския Вандерберг взяла выходной и на прошлой неделе привезла своего сына в Париж, чтобы увидеть триумфальную арку до того, как рабочие ей вернут прежний облик. Я приехала специально ради этого и взяла выходные. Я забрала сына из школы просто, чтобы посмотреть. Это третий проект Христа в нашей жизни, который мы увидели. И, возможно, этот последний, так что я очень хотела на него посмотреть. Христа, чье полное имя было Христа Джавачев, при жизни окутал участок береговой линии в Австралии, а также натянул огромный занавес на часть каньона в Колорадо. При создании почти всех проектов ему помогала жена Жанна Клод. Тем временем французские дома Живанши и Ланван черпали идеи для новых коллекций «Весна-лето» 2022 года в мультфильмах и рисованных историях про супергероев. Свои показы они провели в воскресенье на неделе моды в Париже. Смесь милитари и романтизма. Модный гигант Живанши в воскресенье продемонстрировал коллекцию «Весна-лето 2022» на неделе моды в Париже. Шоу стало первым перед живой аудиторией для американского дизайнера Мэтью Уильямса. Модели, некоторые с накрашенными, как у героев аниме, глазами, были одеты в сапоги-чулки до бедер, платья с басками в стиле 40-х годов прошлого века, милитари, жилеты с накладными карманами, свитеры, трикотажные шорты, полупрозрачные брюки с пайетками и юбки с низкой талией, из-под которых выглядывало нижнее белье. В основу образов легли картины американского художника Джоша Смита. Саундтрек для показа записал рэпер Янг Так, известный своим эксцентричным стилем вокала. В тот же день супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на подиум на показе Ланван. Креативный директор модного дома Бруно Сиалелли сказал, что на шоу его вдохновили комиксы. Стиль поп-арт нашел отражение в драпированных платьях, контрастных принтах, обилии бахромы и блеска. В завершении показа Кэмпбелл прошла в черном брючном костюме и длинном супергеройском плаще. Парижская неделя моды продлится до 5 октября. Благодаря снижению уровня заражения COVID-19 и ослаблению ограничений, показы проходят в присутствии зрителей после того, как в прошлом году большинство брендов провели презентации в режиме онлайн. Якутские архитекторы завоевали золотой знак смотра конкурса «Регионы России» Всероссийского архитектурного фестиваля «Зодчество-2021» в Москве. Якутию отметили как лучший пример градостроительных решений через призму сохранения национальной идентичности. С достижениями современных зодчих, представленных на самой крупной архитектурной площадке страны, познакомилась Туяра Константинова. На фестивале зодчества в Москве, пожалуй, появился не менее яркий новый термин – феномен якутской архитектуры. Белоснежный павильон Якутии с календарем народа Саха стал центром притяжения пространства гостиного двора, и свои работы представили 16 регионов. Вот эта стена у нас посвящена такой графической части всех наших проектов. Мы условно разделили на 3 составляющие – это Сана, Эйге и Олох. Когда посетитель приближается к нашей экспозиции, он не видит ее полностью. Ему надо обязательно попасть внутрь, чтобы она перед ним раскрылась. Поэтому мы выбрали такую форму круга, вписанного в квадрат. Якутия настолько идентична и в своей самости самодостаточная, что этот павильон даже в своем таком закрытом, белом, абсолютно лапидарном решении крайне многообразен. Архитектура – это своеобразный мост, связывающий прошлое и настоящее с будущим. В Якутии впервые разработаны мастер-планы для арктических поселений – Оленек, Чукурдах и Тикси. Это уникальный опыт не только для региона, но и на российском уровне. Мы уже не первый год работаем с Республикой Саха-Якутия. Первый проект, который мы сделали, это туристско-рекреационный кластер «Ленские столбы». Вместе с компанией «Новая земля» мы разработали большой мастер-план, который сейчас уже введен в эксплуатацию, в реализацию первой очереди. Также мы в этом году закончили первый мастер-план поселка Чукурдах. То, что мы сегодня поддерживаем молодых наших архитекторов, они получают практику прямо в тех проектах, которые реализуются. Это общественные пространства, набережные, парки в городах и в селах республики. И они, конечно, сразу отражают именно тот самобытный характер якутской архитектуры. Золотой знак фестиваля зодчества присуждает проектам, на которые Союз архитекторов России рекомендует равняться всем остальным регионам.
В итоге конкурсной программы этого года в списке лучших Москва, Приморск, Нижнегородская, Тюменская области, а также Республика Саха. Золотой знак за развитие и продвижение национальной идентичности региона. Спасибо огромное. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. В завершении нашего выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. Так, сегодня в Алдане снег, температура воздуха 0 градусов, вечером -2 и ночью -3. И также снег, ветер от 2 до 5 метров в секунду. В Нерюнгри пасмурно, температура воздуха днем -1, порывы ветра достигнут 7 метров в секунду, вечером -5, ночью -6 градусов. В Ленске тоже пасмурно, температура воздуха днем +3 градуса, ночью температура опустится до -1, ветер от 2 до 9 метров в секунду. В алмазной столице картина похожа с Ленском, также пасмурно. В Мирном сегодня +3 градуса, ветер от 3 до 9 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов. Ну и в столице республики тоже пасмурно. Днем сегодня +4 градуса, ночью похолодает до -2. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. На этом пока вся информация. Спасибо, что прошедший час провели вместе с нами. Всего доброго и до свидания.